Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема такая: чего он хочет, о чем он мечтает. Будем смотреть не только на ваши взаимоотношения, но и в целом, да, вот на его жизнь, на его мироощущение, чего хочется добиться, чего хочется получить, о чем он в целом мечтает. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, Боже. Ах, девочки, мужчина какой-то страдательный вышел. Он очень тяжело переносит неудачи. И, возможно, вот совсем недавно какая-то неудача с ним приключилась. У него ужасно болит сердце и болит душа. Он, знаете, как пытается себя по кусочкам собрать. Болька, переживание, страдания, да, как слезы даже льет. Кстати, у кого-то отыграется, что он даже плакал, да, потерпев неудачу, потерпев фиаско, там, сам с собой посидел, поплакал, сам себя пожалел. Очень болезненно переносит. Ну просто катастрофа. Катастрофа. Вообще он у нас выглядит как победитель по жизни. Либо это легенда, которую он сам про себя придумал. При этом очень много неудач было в его жизни. И каждая такая неудача, каждое такое фиаско как будто бы шрамик на нем оставляет. По крайней мере, на душе так точно оставляет. И вот я вижу, много-много этих шрамов у него накопилось. Он любит блистать, он любит быть в центре внимания, он хочет быть авторитетным, чтобы там мужики уважали, чтобы женщины там, считали его там умным, сверхразумным, надежным. Но по факту он обычный человек со своими плюсами и минусами. И не всегда он видит ситуацию, не всегда он принимает правильные решения. Допускает, девочки, он допускает ошибки, вот прям... Это его ахиллесовая пята, неумение делать правильные выводы из допущенных ошибок и неумение справляться, да, с последствиями, возможно, ошибок. Либо, в принципе, взять себя в руки, вынести правильный, не знаю, урок, опыт и идти дальше. Либо попытаться исправить ошибку. Обычно так. Он что-то пытается делать, у него не получается, он такой, так, типа, не мое, все. Второй раз уже пробовать не будет. Это, кстати, вам как и даже предупреждение. Если вдруг вы там будете как-то с ним ссориться, ругаться, имейте в виду, он может это все воспринять как неудачу, да, неудачу, и ему легче отказаться от своей мечты, идеи, чем за нее бороться. Такой вот он человек. Потому что боится, что у него не получится. Так, по поводу вас, мечты по поводу вас. Но здесь мечты интимного плана вышли. То есть сейчас он вами горит, сейчас вы для него самая желанная женщина во всей вселенной. И вот он вас видит прям такой экзотичной, такой эротичной, такой манкой, такой желанной. Боже, девочки, мечтает о вас постоянно. Ему бы, конечно, хотелось, вот, знаете, как бы вас украсть у этого мира, куда-то с вами на необитаемый остров. Ну, тут всякая такая, знаете, романтичная романтика. Любить вас без устали, так что прям 24/7, там, восхищать вас своими способностями, своими скиллами. Вот смотри, какой я бойкий, посмотри, какой я сильный, выносливый, да, как я умею. Ну, такое, знаете, 18+. Так, еще по поводу вас. Он мечтает о детях. Для тех, у кого детей нет, он мечтает о детях. И причем ему хочется двоих. Хочется
то ли 2 мальчиков сразу, то ли мальчика и девочку. Но вот ему прям хочется сразу, вот чтобы 2 сразу появились. Если у вас уже есть ребенок от этого мужчины, скорее всего, хочет ребенка еще одного, но противоположного пола от того, что уже у вас есть. Да, мечтает, вот чтобы детки были. Хочется, чтобы на вас были похожи, потому что вас он считает очень красивой. Какую-то особенную черту лица у вас выделяет. И говорит, вот хоть бы ребенок был похож с этой чертой лица. Может быть, у вас глаза очень красивые, там реснички, ямочки есть, да, там носик вздернутый. Вот ему хочется такого ребеночка, прям на вас, чтобы был похожий. Не на него, он говорит, я не красивая, вот на нее, она красивая. Ребенок пусть будет похож на нее. Если вы уже не в том возрасте, то он, знаете, всегда мечтает, вот были бы мы помоложе, да, ой, мы бы детей нарожали, и все бы они были такие красивые, как она. Вот, об этом он мечтает. Да. Кстати, у кого-то мужчина мечтает, например, взять ребенка на воспитание, чтобы вы вдвоем его вырастили как своего собственного. Считает, что ребенок вас очень сильно объединит. Да и вообще, да, вот взять ребенка на воспитание — это очень благородное дело. Так, еще он мечтает, чтобы вы были дома. Я уже не знаю, как это сказать, да. Скорее всего, вы работаете, либо у вас очень много каких-то активностей, дел, увлечений. А вот ему хочется, чтобы вы были постоянно дома. Да, дома, никуда не ходили, ни с кем не общались, либо минимально с кем-то общались, максимум по телефону. Чтобы вы его ждали, чтобы вы всегда были к его, не знаю, услугам. Этого хочется. Хочется, чтобы вы были менее, не знаю, независимая, скорее более зависимая от него. Хочется, чтобы вы что-то вот поменяли в своем характере. Я так понимаю, что вы женщина-огонь, да, вы его, кстати, этим огнем очень сильно распаляете, привлекаете. Вот ему хочется, чтобы вы поспокойнее были. То есть он мечтает, что вы такая домашняя, с тапочками в руках, с караваем там на правой руке, с халатиком на левой руке. Его встречаете, еще и чарочку ему подносите. И вся такая мой господин. А он такой гордой походкой идет, а вы за ним такая на цыпочках семените. Там ужин готов, там постель застелена. Боже, тут все к его услугам. Идеалист, девочки, идеалист. Такого, конечно, в жизни не бывает, и уж тем более не с вами. Вы, конечно, заботливая, конечно же, вы активная, но так, чтобы прислуживать мужчине, не, это не про вас. Это не про вас, это не для вас, и вы никогда этого делать не будете. Так, еще мужчина мечтает о какой-то покупке. Здесь покупка, причем очень дорогая. Похоже либо на очень дорогую машину, либо на недвижимость. Вот прям сумма, большая сумма денег нужна. Этой суммы у него нет. Нет, понимаете? Даже если у него есть какая-то сумма, допустим, там машина стоит, будем говорить утрированно, да, 1000, обычная, да, у него есть 1000. Он говорит, не, я хочу ту, которая стоит там 20 тысяч. Понимаете, там квартира стоит там 10 тысяч. Он такой, нет, 10 тысяч у меня есть, но эта квартира плохая, там малогабаритная, я хочу квартиру там за 50 тысяч. Вот какая-то у него прям мечта, идея фикс, да, вот что-то прям такое шикарное, что все прям такие, о боже, ох, он смог, он купил, да он богач, да он крутой, вот этого ему хочется. И прежде всего ему хочется вас вот этим удивить, чтобы вы прям первые обомлели, сказали, боже, как ты мог, ты у меня самый лучший, я там тобой горжусь, там, уважаю, там все женщины мне завидуют, я самая счастливая, что ты рядом со мной. Вот какую-то покупку он хочет, мечтает об этой покупке, мечтает. И знаете, что я вам скажу? У него получится. Вот я вижу, что у него получится. Да, на это уйдет время, у кого-то несколько даже лет уйдет на эту покупку, но он купит, он исполнит эту свою мечту. Он будет, кстати, очень гордиться тем, что он купил такую дорогую машину, либо купил такую дорогую, там, не знаю, квартиру, дом. Он это сделает. Вот он прям себе поклялся, что он это сделает. Поклялся. Он говорит, что для вас, но песок не обманешь. В первую очередь, конечно, для себя, чтобы потешить это свое эго. Он посвятит вам, возможно, даже на ваше имя запишет эту покупку, девочки. Это будет. Уйдет время, он добьется, не знаю, заработает, насобирает
каким-то другим способом получит возможность, но он приобретет. Это будет 100%. Так, еще ему хочется куда-то поехать. Поехать именно с вами, либо с кем-то другим. Вы меня простите, но я не могу вам что-то сказать. Но у одних отыграется, что он хотел бы с вами поехать, может быть, в какую-то поездку экзотическую, отдаленную. А у кого-то отыграется, что он хотел бы поехать с каким-нибудь там другом, допустим, в другую страну смотреть футбол, да, если он у вас любитель спорта. Либо с каким-то мужиком, другом поехать, может быть, на какую-то экзотику, да, там, рыбалку экзотическую. Вот хочется с кем-то поехать далеко-далеко, там, где он раньше никогда не был, и там, где вот все такое экзотическое идет, необычное, непривычное, нестандартное. Вот, хочется. Но пока это только мечта. Знаете, тут ему и хочется, и колется. Скорее всего, есть какие-то не только финансовые, но еще какие-то ограничения на эту поездку. Поэтому только лишь мечтает. Так, хочется добиться ему высот. Даже если мужчина сейчас уже достаточно уверенно стоит на ногах, ему этого мало. Ему хочется большего, в большем размере, в больших объемах. Допустим, у него свой бизнес. Ему хочется, чтобы бизнес рос. Ему хочется, там, не знаю, из маленького бизнеса сделать большую корпорацию. Прям такой, знаете, ненасытный в этом плане. То есть у него хорошая зарплата. Он говорит, нет, не то, мало. Я хочу там в 3 раза больше. Да? Вот у него есть такие стремления. Но это он молодец. Он не привык довольствоваться малым. И пусть лучше мечтает, думает, он к себе это притянет. Обязательно, кстати, притянет. Девочки, вот этому мужчине, которого вы загадали, ему тут удача покровительствует. Удача, да. Вот когда он себя ведет хорошо, когда он живет правильно, когда он никого не обижает, и вас в первую очередь не обижает, вот ему везет. Удача вот рядом с ним, и он это чувствует. Может быть, это уже сформировавшаяся мысль, либо он в процессе формирования этой мысли, но тем не менее, оно так и есть. Когда он хорошо относится уважительно к людям и к вам в первую очередь, удача рядом с ним. Можете, кстати, ему об этом сказать. Он сразу проведет эти параллели и с вами согласится. Так, а еще о чем он мечтает? Смотрите, он мечтает о чем-то глобальном. Знаете, из серии там «Мир во всем мире», там не было, чтобы голода, чтобы не было войн, чтобы там люди не умирали, чтобы там рак лечили. Знаете, вот какие-то такие немножко наивные детские мечты. И в этом он самый прекрасный. Вот из того, что я видела за последние годы, это самое прекрасное, что я вижу у человека. Вот такие мечты. Он об этом, кстати, очень часто думает. Кстати, возможно, мужчина даже избегает смотреть какие-то новости, читать новостные ленты. Это его очень беспокоит. Беспокоит и пугает. Вот. И ему хочется, вот, чтобы мир был наполнен добром, чтобы люди, не знаю, там, не болели, не умирали, там, друг друга не убивали. Ему этого хочется. Он очень, кстати, позитивный в этом плане. Девочки, у кого проблемы с его родителями, либо какие-то напряженные отношения, вот он мечтает, чтобы вы помирились. Если у него проблемы с вашими родителями, родственниками, он мечтает, чтобы они куда-то уехали. Простите, но своих родителей он не готов отпускать. Он хотел бы, чтобы вы просто помирились, общались. А вот ваши родители его не устраивают. Вот мечта такая, чтобы они куда-нибудь уехали. Да? Сказали, что не уезжают в другую страну, улетают на Марс. Не знаю, там куда-нибудь на экзотический остров. Вот что ему хочется. Ах, какой противный. Не-не, он не желает им зла, он просто хочет, чтобы они где-то подальше находились и типа не мешали, не лезли. Так, ох, какой. Смотрите, тут похвалила, и тут же он такую штуку выдал. Девчоночки, он что-то для вас пишет. Либо он мечтает о том, чтобы написать для вас, не знаю, стих, песню посвятить вам. Но мне почему-то кажется, что он уже что-то пытается писать. Вы его очень сильно вдохновляете, да, вы рождаете в нем эту поэзию, как-то цепляете его тонкую душу. Возможно, он даже у вас рисует, может быть, и портреты ваши он рисует.
мечтает о каком-то шедевре. Вот типа это будет на века. Я для своей любимой сочинил стих, и его там все подхватили. Либо песню, которую тоже все там разнесли. Вот, он об этом мечтает. Ну, такой немножко романтичный идеалист у вас мужчина. Знаете, девочки, вот не хочу долго растягивать. Я хочу, чтобы вы знали, что он вас любит, никому вас не отдаст. И этот мужчина способен действительно на поступки. Да, он немножечко беспокойный, да, у него там иногда что-то не получается, ему сложно это принимать, но со временем он будет справляться с этой ситуацией, либо обучаться этой ситуации. Вы, главное, его поддерживаете и никогда не критикуете. Возьмите себе за правило не критиковать, а скорее как объяснять, наверное, да, объяснять, где-то был неправ, а где-то был прав. Научите его анализу, научите его анализировать и не бояться допускать каких-то ошибок. Научите его бояться ничего не делать. Для него это самое страшное. Мои хорошие, пока вы с ним рядом, я вижу ваше светлое, положительное будущее и для него, и для вас. Вот так ему и скажите: я твоя счастливая звезда. Держи за меня крепко и полетели. Все у нас будет хорошо. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.